ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, 8 утра, школа номер 21. Странное дело. Вместо обычной шумной суеты в фойе играет громкая молодежная музыка, на скамейках пляшут старшеклассники и учителя не спешат отчитать всех за поведение. Так стартует День самоуправления. За несколько дней до этого были выдвинуты кандидатуры, прошли дебаты и состоялось голосование. Директором выбрали того, кто нравится девочкам. Победил 11 Б. Он сделал ставку на яркость программы. У нас костюмы, тема Дисней вообще у нас. То есть все праздничные и все такое. А другой класс, например, В, был рокерами. Не знаю, нравится ли это детям, но мне кажется, у нас было все позитивно, поэтому выиграли. День самоуправления – это 3 урока, начиная с первого. Понятное дело, все занятия необычные. Например, зельеварение, в обычной жизни химия. Жаль, что ничего повзрывать так и не дали. А вот урок обществознания и вовсе настоящий судебный процесс. Все как в реальной жизни. Прокурор, адвокат, жертва и обвиняемый. Однако в итоге вердикт мягкий – оправдать. Мы просто хотели разобрать с учениками на примере одну из сфер общества, просто показать им, чтобы было интересно. Да, возможно, мы кого-нибудь посадим в тюрьму, но, опять же, только чтобы материал был лучше усвоен. В перерывах между уроками такие же необычные перемены. Столовая дискотека с диджеем, чуть подаль фирменный массовый бугурт с подушками. Среди прочих развлечений импровизированный боди-арт в коридорах школы силами старшеклассников. В итоге День самоуправления хоть и получился отчасти хаотичным, но уж точно веселым. В конце концов, это только один раз в году, а во-вторых, они должны почувствовать, что такое работа, когда тебя не слушают. Под занавес Дня самоуправления решили определить короля и королеву красоты. На 3-м уроке в школьной столовой собрались потенциальные кандидаты. Пары должны как можно более выгодно представить себя и партнера, а в награду за усилия 2 короны.